Кабинет Аксакова теперь один из самых красивых в университете. И вовсе не потому, что технически оснащен, что в последнее время ценится больше всего. Здесь вы сразу попадете в Софьюшкину аллею. Именно такая фотокартина украшает теперь кабинет. Любой, кто переступит порог этого кабинета, узнает о великом русском писателе, государственном чиновнике, общественном деятеле, литературном и театральном критике Сергее Тимофеевиче Аксакове столько, сколько никогда не узнает из интернета. Тут же на соседней стене растянут огромный холст, на котором нашла отражение вся родословная семейства Аксаковых. Такую большую работу проделала студентка 3-го курса ИФОМКа Ирина Швец. В удовольствие себе и на благо института, говорит девушка. О том, какой гигантский труд был проделан, можно судить по количеству имен, расположившихся на могущественном дубе, роде Аксаковых. Ну, вообще, работа над этим древом была очень интересной для меня. То есть я открыла много всего нового, и прежде всего, как составлять правильно древо. Ну и, конечно, такая интересная судьба, как судьба семейства Аксаковых, тоже заставляет задуматься над многими вещами. По замыслу авторов, стены кабинета украшают пейзажи мест Башкирии, которые любил посещать Аксаков. И тут же под ними его крылатые высказывания, способные вдохновить мастеров пера, у которых будут проходить занятия в этой аудитории. Потому с какими людьми общается человек, можно судить о его значимости, говорит заведующая кафедрой русской литературы Валентина Васильевна Борисова, открывая кабинет. Значимость Сергея Тимофеевича Аксакова бесспорна. Об этом свидетельствует и то, что он тесно дружил с такими классиками русской литературы, как Пушкин, Гоголь, Тургенев. Портреты этих писателей, друзей пера Аксакова, украшают стены кабинета, как и портреты членов семьи писателя, прославившихся, как и их великий родственник в литературных, общественных кругах. Я, в принципе, согласна с такими современными, с учеными 20 века, с Кожиновым, с Минераловым Юрием Ивановичем, которые полагают, что Аксаков не во втором ряду наших классиков находится, а в первом, рядом с Пушкиным, с Гоголем. И вообще это вопрос, кто является родоначальником реалистического направления в нашей литературе. Торжественное открытие кабинета Аксакова состоялось 26 сентября. Перед гостями выступала заведующая кафедрой русской литературы Валентина Борисова, декан ИФОМКа Халида Галимова, проректор по научной работе БГПУ Алмаз Мустаев. Своими впечатлениями поделились и гости мероприятия, отметив значимость подобного события. По их мнению, самая главная цель работы в данной аудитории – популяризация творчества Сергея Тимофеевича Аксакова, которого по праву можно назвать родоначальником реалистической прозы. И самое главное, если говорить об уфимской линии, он объединил народы России. Сейчас это очень актуальная проблема, когда народы России рассыпаны. И это объединительные тенденции кафедры и университета, я считаю, очень большое дело. Конференция «Международные аксаковские чтения» стала традиционной для вуза. И вот уже в 14-й раз БГПУ собирают ученых, не безразличных к творчеству Аксакова. А таких немало. Идеальное творчество. То есть не зря, помните, Пришвин назвал книгу Аксакова богоданной книгой. То есть в эти книги, в его произведения можно погружаться как в Бога, то есть в бесконечность. Они вообще неисчерпаемы на самом деле.